Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Община мусульман. Каждый человек приходит в этот мир один покидает его, и один будет держать ответ перед Всевышним Аллахом. Сказал Всевышний Аллах: каждый из них явится к нему в судный день в одиночестве. Исходя из этого, человек в первую очередь должен думать о себе, переживать за себя, а в наибольшей степени о своей душе. Говоря иначе, в первую очередь он должен беспокоиться о том, каков он перед Аллахом и как он соблюдает права людей. Однако это удается лишь немногим. Подавляющее большинство людей озабочено делами других людей и видит только их недостатки. Возьми в качестве примера мужчину. Он знает все недостатки своей жены, а женщина, в свою очередь, прекрасно разбирается в том, каким должен быть муж и каким он не должен быть. Родители с легкостью винят во всем детей, а дети всю вину возлагают на родителей. Все пытаются переложить всю вину и всю ответственность на кого-то другого, обвинить в бедах других, но мало тех, кто задается вопросами: где же я сам ошибаюсь, что я должен изменить в себе, от чего мне нужно избавиться. А именно те немногие, кто умеет ставить перед собой правильные вопросы, в действительности преуспевают. Потому как Всевышний Аллах именно таким людям облегчает жизненный путь. Сказал Всевышний Аллах: воистину Аллах не меняет положение людей, пока они сами не изменятся. Этот бесценный аят можно толковать двояко. С одной стороны, человек живет, у него удачно складываются дела, но на каком-то этапе он склоняется к грехам, меняется, и как следствие Аллах меняет его дела в худшую сторону. С другой стороны, дела человека складываются не очень хорошо, но в один прекрасный день он приходит в себя, одумывается, начинает видеть причину своих неудач в себе самом, и Аллах меняет его жизнь в лучшую сторону. Вывод один. Человек должен перестать думать о других в негативном ключе и почаще задумываться о себе и о своем положении. Это означает, что человек должен отказаться от осуждения других и судить себя самого. Один из праведных предшественников сказал: если увидишь человека старше себя, скажи: он опередил меня в поклонении и благих делах, значит, он лучше меня. Если увидишь человека моложе себя, скажи: я совершил больше грехов, чем он, значит, он лучше меня. Если люди оказывают тебе уважение, скажи: это их благородство. А если относятся к тебе холодно, скажи: это следствие моих грехов. Легко порицать других, но нелегко порицать себя. Легко поучать других, но нелегко поучать себя. Легко сказать притесняемому: потерпи, но совсем нелегко терпеть, когда притесняют тебя. Легко призывать другого простить обидчика, но гораздо труднее самому простить того, кто причинил тебе боль. Легко говорить о людских ошибках и недостатках, но нелегко находить и исправлять свои собственные ошибки и скрытые недостатки. О чем же нам говорит Всевышний Аллах? Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя? Община мусульман. Пусть каждый из нас задумается над сказанным и приложит усилия в первую очередь над тем, чтобы самим стать добродетельными. Вот тогда и мир вокруг нас изменится, и окружающие одумаются и станут лучше. Если родители демонстрируют своим детям пример хороших взаимоотношений, и дети видят в них образец благонравия и искренности, если в проявлении религиозности и в отношениях с людьми им можно только позавидовать, то после этого ребенку уже не требуется ни наставления, ни жесткий регламент. Если сами дети повзрослеют и создадут свои семьи, то перед глазами у них всегда будет готовая модель поведения, и они будут более стабильными в семейных и общественных отношениях. И в завершении давайте вспомним наставление Умара, да будет доволен им Аллах. Прежде чем вас призовут к отчету, отчитайте самих себя. Прежде чем ваши дела будут взвешены, взвесьте их сами и украсьте себя тем, с чем не стыдно будет предстать перед Аллахом. Да поможет нам Аллах найти для себя пользу в сегодняшнем напоминании. Мы просим Аллаха не предоставлять нас самим себе и привести в порядок все наши дела, и просим, чтобы мы явились навстречу с Ним с покорными и чистыми сердцами.